Ай. Доброе утро всем. Ай. Доброе утро всем. Слушайте, я прямо проспался так хорошо. Я считаю, там в 12 заснул. Что уже сил не было. Сейчас 10, 11 час. То есть 10 часов прям проспался так это. Ну и не холодно. Хорошо так в машине вообще. Здорово. И солнце светит мне прямо на макушку. Сейчас покажу вам, как тут вокруг красиво. Чистота залог успеха, как говорится. Ну что, с высоты полета мы все посмотрели. Давайте теперь покажу вам все своими глазами. Как это все вижу я. Да, чувство вообще, это я вот сейчас второй день, у меня такое внутри, не знаю, как это, даже как передать правильно. Когда ты вот так вот, в одиночестве тоже хорошо, в этом что-то есть такое. Ты вот в единении с собой, с миром, какие-то мысли тебе интересные приходят. Вот на этот камень потом заберемся. Сейчас попозже позавтракаем. Вот, вчера гречу залили кефиром. И получается вот такая вот прикольная субстанция, не знаю, как это назвать. Ну, в общем, такой вот прикольный продукт. И вкусно, очень вкусно. Сырок там, чаек сейчас. В общем, приятного аппетита. Не, очень вкусно. Я кефир люблю. И тут греча, она еще, получается, не варится, она вот просто пропитывается кефиром. Полностью все вещества полезные остаются. Почитайте. Ну, написано много об этом, о полезных свойствах. Вот такой сырой гречи. Что-то мне уезжать не хочется. Мне торопиться, вот, не люблю торопиться. Я, кстати, жду гостей. Мне написал Илья. Он, оказывается, смотрит меня еще, ну, с самого первого ролика, как он написал. Когда я сюда в Севастополь, ну, в Крым поехал, он узнал. А он живет в Симферополе. И вот мы все никак не могли встретиться. Сейчас, наконец, он как бы собрался. У меня там, ну, жена, ребенок, он там с семьей там дела все сделал. И сейчас едет сюда, ко мне в гости. Так что познакомимся. Ну что, настало время забраться на этот трон. Надо тут аккуратненько. Потому что я с одной рукой. Оп, 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 оп. Фух. Во. Красиво же.
мой лагерь. Мне даже хочется здесь остаться еще на одну ночь. Но еще много интересных мест. Помимо этого, я думаю, что еще каждое место мне будет казаться обалденно крутым. Так, а вот и Илюха подъехал. Я только забрался. Придется спускаться. Блин, а как мне тут с камерой-то? Спускаться сложнее, чем подниматься. Может, в карман засуну. Здорово! Ты с семьей, да? А, ну круто. Ну вот сейчас как папа твой заберется, так же и я. Тут несложно. Поснимайте. Здорово. Привет. Якутия. Поздоровайся со всеми. Вот. Всем привет, ребят. Знакомьтесь, Илюха. Что, с первых дней, говоришь, смотришь, да? Да, я прямо с первого выпуска смотрю, и я даже представить себе не мог, что у нас получится встретиться и вообще что такое произойдет. И я Круто. прям вау. Круто. А, тут звук плохой. У сынишки рука сломана, но все равно забрался потихоньку. Давай, аккуратно. С турника упал. Спортсмен. А как зовут сына, забыл? Как тебя зовут? Даниил. Данила? Даня? Нет, Даниил. Даниил, да, это разные же, да? Ну, Ты обратно решил, что ли? Нет, обратно Давай. все, мы вниз спускаемся. привет передавай. Идем. Давайте, спускайте, сейчас я к вам присоединюсь. Люха знает, что я люблю разную зеленушку, да? Да, зеленушку ты любишь и тебе ялтинского лука. О, спасибо. Я, кстати, вот так и не попробовал. Вот как раз Не попробуешь. набрался, круто. И редисочки Вот свежие. этого мне не хватает. У меня все есть, кроме зелени. Спасибо большое. Тут еще виноградик тебе. О, сладенький. Так что будет. отлично. Ну, давайте накрываем поляну. Я вас угощу чайком. Так. Наконец-то кто-то мне составит компанию с чаем латте. Давай. На встречу. До встречи, до знакомства. Запихну, сейчас я. Блин, мы тут с Илюха заболтались. Он такая штука идет, сейчас поливать начнет. Надо вещи срочно собирать. В машине посидим еще немножко. Пока вещи собирали, дождь прошел. Быстренько тогда, кстати, Да. бегали, промокли и все. Вот встали под машиной. И все. Ну давай. Расскажи, Илюх, как этот ролик мой вообще тебе попался? Первый. Ты же говоришь, самый первый ты увидел сначала. Да, я увидел самый первый ролик. Меня в первую очередь удивил сам поступок. Сама идея вот этого переезда. И Свалить в Якутию, да? свалить в Подальше, да. Якутию, да. Ну, это Меня самого он удивлял, да? на тот смелым момент. человеком. И мне было, ну, в первую очередь любопытно, как там люди живут. Вот мы с тобой разговаривали по поводу быта. Да, я тоже отношусь к той группе людей, которым интересен быт. Мгм, мгм. То есть меня Катюши, да, называются они? Наташа. Наташа, да. Мне было интересно посмотреть про этих Наташ, как вот все это происходит, как машины заводят, вот рынок, вот все вот это. И одну из самых долгожданных серий для меня была серия, когда ты затаил интригу, а потом рассказал, где ты работаешь. А, я же долго молчал, да, не Да, рассказывал? ты долго молчал, и, блин, было действительно Где же, любопытно. да, да, И да. вот вроде он должен сейчас сказать, и вы узнаете в следующей серии. Думаю, Но на самом деле я так не планировал. У меня так получилось, потому что я понимаю, что я слишком длинный смонтировал. Бывает, ты монтируешь, ты хочешь мысль свою передать, а потом понимаешь, что ты уже 30 минут сделал, а еще тебе 20 минут делать. И 50 минут ролик никто смотреть не будет. Я поэтому его разбил тогда. Так получилось. То есть это все у меня неосознанно получается. Ну, интрига была крутая, Да. было интересно посмотреть, да. А этот вообще, вот ты же в Крыму живешь, расскажи свои впечатления, как тут Якутию видеть вообще вот это все. Это же вообще, ну, большая разница между Крымом и Якутском. Это прям вот разные, как бы, стороны, получается. Ну, они разные, мне кажется, континента. во всем. И в богатстве, наверное, в пищевом они абсолютно кардинально разные. И в температурном режиме, в первую очередь. 100 градусов разницы, да? 100 Или градусов 80. разницы, да, это много. Поэтому, да, любопытно смотреть, интересно смотреть. И есть с чем сравнить. Поэтому, да.
Вот Илюха мне тоже рассказывает. Я знаю, что моим зрителям многим интереснее бытовые моменты смотреть. У меня вот такой только что рассказывал, что хочется реализовать какое-то творчество, но при этом нельзя не учитывать желания зрителей. Вот надо мне с этим тоже работать. Больше таких моментов тоже, да, вот что-то вот. Не, ну, я когда нахожу что-то необычное, естественно, я это все показываю. Ну, как бы... как сказать... Нет, даже Хорошо, те что же- можно вырезать. Да. Даже те же крещенские купания, ну, любопытно посмотреть, как там. То есть я Мгм. знаю, как у нас здесь, да, я могу приехать в январе на море, да, в Николаевку, это вот от Симферополя буквально там 35 минут езды, ты на море. Приехал, в море температура плюсовая, на улице плюсовая в январе, поэтому ты спокойненько Мгм. ополоснулся, вода кристально чистая, все здорово. А вот при А там таких минусах... минус 40, Да, вот, ну, это Еще на открытой интересно. улице, да. Это интересно. Ну, ты говорил, рынок тоже, да? Это ну, прям вообще... Рынок вид. зашел, да. Рынок тоже интересно, потому что, ну, у нас такого нет. Вообще интересно все, чего нет у нас, поэтому... Мгм. А там много Да. чего, кстати, такого. Я еще много чего не показал, ну вот сам еще много чего не видел. Хотя 3 года прожил, но я и понимаю, что там еще столько вещей интересных, которых можно вот рассказать, показать. Ну все, Илюха меня покидает, очень приятно было. Да, было очень приятно увидеться, познакомиться. И от Крыма большой привет Якутии и вообще всей республике. И, блин, давайте дружить. И вообще супер, приезжайте вы к нам, мы приедем к вам. И нам как раз вот Иркин расскажет вообще, как вы живете. Ну и вам покажет, как мы живем. Так что, друзья, товарищи, Круто, увидимся. круто. Привет всем из Якутии. Я тоже очень соскучился по всем, так что вот привет. Ну, Все, давай. Спасибо, Счастливо. спасибо, что приехали. всем привет. Где там Даня? Даня, ну что, давай пока. Поехали домой. Маме привет. Ну давайте, езжайте уже. Да. Оставляйте меня тут одного. Давайте, счастливо. Хорошо провели время. Даня говорит, хорошо провели время. Ну, отлично. Что там случилось? Все, камеру отснимали, теперь я тебе хочу просто сказать пока. А я сейчас снимаю. Слушай, Ладно. ну что, самое главное, я тебе желаю еще много творчества, и чтобы ты в первую очередь везде безопасно добрался, и, короче, чтобы все у тебя было супер. Спасибо тебе Спасибо. большое еще раз. Да, без камеры сейчас туда. Спасибо, Илюх, очень приятно, что ты ко мне приехал, рад был познакомиться. Хочу тебе вот еще через экран передать привет. Спасибо за поддержку, за добрые слова, которые ты мне и вне камеры сказал. Так что давай, тебе хорошо добраться. А я сегодня, наверное, останусь здесь, потому что мне тут нравится, и я что-то ехать никуда сейчас не хочу. Посмотрим, а может и захочу. Я могу принять решение, какое мне вздумается. Сейчас как раз такая погода, надо монтажом заняться, посидеть, попилить все, что я наснимал. Поливает весь вечер. Я вот сижу в машине уже часа 3. Ну, монтирую нормально. Единственное, что поесть уже захотелось чем-нибудь нормальной, какой-нибудь пищи. Мы с Илюхой, вот он, ну, на костре сосиски пожарили, так живнули. Но готовить в такой вот дождь что-то как-то, ну, не очень прикольно. Поэтому у меня есть кое-что, что меня спасет в этом случае. Такие вот штучки. Сейчас покажу. Раз, два. 2 или 3. Сейчас, наверное, их поем. Разогрел и съел. Гречка с грибами, либо булгур с нутом. Что-нибудь. Ну, гречу сегодня ел, наверное, булгур сейчас поем. С нутом и овощами. На горелку поставить, сейчас нагреть, да и съесть. Вот такой будет сегодня у меня незамысловатый ужин. А так-то у меня есть котелок, есть что в нем поготовить. Ну, не хочется в такую погоду, когда там ветер, либо дождь. Хотя если такая постоянно будет, надо будет приучиться как-то. Это тоже, в принципе.
элемент приключений. Какой запах. Яйца надо доедать, еще дома сварил. Вкусная штука. Такой туманище на улице после дождя. Чуть я сегодня монтажом увлекся. Время 3:30. Мне что-то так интересно было делать, что прям до сих пор даже спать не хочется. Но как бы уже надо, по идее. Завтра, ну, у меня планшет сел. Я бы еще, наверное, сидел бы. Ладно.